Эта мечеть находится в микрорайоне Ян-Эмале в Судаке. Ее построили в 2004 году. Тогда она была маленькой, тесной, но бесконечно дорогой сердцу каждого верующего. Годы шли, прихожан становилось больше, и стены здания уже не вмещали всех. Зал коштук біз бурая, eski camimize, eski zala oldu birdene Балабан Джами. 2015 yıllardan başlayıp. Новый этап преображения начался в 2020 году. Именно тогда к работам присоединился художник Зубейр Хадризаде. Он разработал уникальный проект росписи, в котором каждый завиток, каждый узор несет в себе глубокий смысл и традиции предков. Основная, наверное, сложность была в том, что мы не знали вообще, с чего начинать. Потому что купол был настолько нестандартно сделан, сложно было придумать какой-то стиль. Я просто взял, сделал эскиз фасада. У нас есть примыкающая малая мечеть, которая она была изначально. И вот в этой мечети были стрельчатые арки. Вот оно и стало основным, скажем, таким вдохновителем. Bu tepeye çıkıp evet bizim yaşımızda indi kolay değil öyle tepelerde gezmeyen yaptık. Орнаменты я использовал сельджукскую плетенку. Она известна у нас в Крыму. То есть и эту плетенку можно встретить и в Узбек-хан-джами, и в Джума-джами в Евпатории, и в Бахчисарае на порталах Дюрбе, Canik'e, Bike. Evvelden ince bir kolonnalar vardı, demirden yapılmış bunlar. Son işte biz Bey'den bile anlaştık. Bu camiye yaraşmayacak, ince olar. Tek koşayla kolonna yapmaya öyle tasdikladık. Ama işte kubemizde öyle, onu uydurup bunları yapıldı. В мечетях нету четкого канона. Я опирался на уже сложившиеся традиции, да, вот, исламской цивилизации. Вот последняя цивилизация, мы застали османскую культуру, наши мечети, все было очень заимствовано, потому что мы были вместе раньше. И вот эти круги, справа Аллах, слева Мухаммад, и по бокам идут имена праведных сподвижников и праведных халифов. Здесь использованы сочетания растительного, это ислими принято называть, и гирих, геометрический орнамент. Сочетание одного теплого и двух холодных оттенков сделало роспись необычайно выразительной. При этом основной фон остался белым, символизируя чистоту, светлость и открытость пространства, чтобы молящиеся не отвлекались на излишнее обилие рисунков. Над михрабом была такая некая пустота, которая хотелось чем-то его заполнить. И вот этот узел, его еще называют узел счастья. Идет вот эта линия, продолжение линии в таком декоративном как бы элементе, напоминающий виноградную гроздь. То есть, и идет дальше, то есть соединяет окна. Люстра у нас тоже очень, я хочу выразить огромную благодарность всем нашим судакским, очень откликнулись. Нам нужно было срочно собрать хорошую сумму. Мы его собрали за месяц. Но люстру мы выбрали. Это традиционная люстра в современном исполнении. Когда-то в этих лампочках горели свечки. Ну, это в старых османских мечетях были такие большие люстры. Сегодня это современные светодиодные лампочки. Здесь вес около 150-200 килограмм, вот эта большая люстра. Порядка 55 ламп. Мечеть свободно вмещает порядка 700 человек, а при необходимости способна принять до 1000 верующих, став настоящим центром духовной жизни города. У нас Судак очень такой посещаемый город, особенно летом. И мне бы хотелось, чтобы человек, который попал сюда, у него запомнил, что он побывал в крымско-татарской мечети. Для меня это было, во-первых, приятно. Я сам, когда это делал, мне было это по душе и в кайф, как говорится. Тем более, я такое ощущение, что я что-то для себя делаю, как в своем доме. Ты вкладываешь душу свою определенную, да, вот ты знаешь, что здесь твои дети будут ходить, внуки, иншаллах.